Приветствую наших слушателей и зрителей. Сегодня мы будем говорить о гудских абреках, о связи между восстаниями в Южной Осетии в 1838-40-х годах с национально-освободительной борьбой в имамате Шамиля. Опорным материалом является книга Марка Блиева «Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений» и книга Бориса Алборова «Обречьи песни». Начнем мы с того, что в 1838 году наместник Кавказа Розен назначил в Южную Осетию нового пристава Васильева. И Васильев был русским, как мы видим по фамилии, и это отвечало требованиям южных осетин, которые не хотели, чтобы приставов назначали из числа мачабеловых. Но мачабели женили этого Васильева на своей девушке, соответственно, он стал их родственником. И он стал творить, так сказать, беспредел в отношении жителей Южной Осетии. Во время прокладки дороги от Схинвала до Джавы на эти работы выделялись деньги, соответственно, а он не платил осетинам за эти работы, а принуждал к бесплатному труду и стал требовать выплаты податей князьям Мачабеловым в тех районах, то есть в Урстуальском ущелье, в Кударском, в Чесельском и так далее, где ранее сами Мачабеловы не решались даже появляться. То есть, как правило, они ограничивались тем, что они вылавливали тех осетин из этих обществ в равнинной Грузии, то есть в Гории, Каспии и так далее. То есть, где у них была возможность грубой силой, так сказать, принудить осетин выплачивать подать. Как пишет Блиев в своей книге «Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений», мачабеловы редко решались требовать подати по тем аулам, которые находились в горной части Южной Осетии, и просто отбирали или продавали только тех осетин, которых удавалось схватить в равнинной Картле. В приведенном тексте документа говорится о грузинских злоупотреблениях при Васильеве. Эти злоупотребления были довольно распространенными на Кавказе, и сам барон Розен, как и Васильев, вступили в родственные связи с грузинами. И вот в 1838 году такие деятели, как Бибил Кокаев, Таймураз Джабиев, Бабе Кабисов, Тотрас Тотоев, они подняли восстание, то есть отряды повстанцев осетинских стали, как сказать, группироваться в районе селения Мзив. И, соответственно, туда по распоряжению барона Розена направились две карательные экспедиции. Одна со стороны Цхинвала стала двигаться, с севера полковника Широкова. Довольно внушительные силы были, то есть порядка нескольких тысяч. Там и солдаты, и милиция. На юге была грузинская милиция, а с севера, к сожалению, были осетинские милиционеры. И это, кстати, один из первых случаев, когда в карательной экспедиции против Осетии были употреблены осетинские милиционеры. И поэтому жители лагирского общества, которые противодействовали наступлению в сторону Туалгома, не захотели оказывать упорное сопротивление, когда увидели, что против них воюют сами же осетины. Вот. Понятно, что они были прислужники, но по тогдашним обычаям считалось неприемлемым против своих поднимать оружие. И вот это восстание, лидерами этого восстания были Бабе Кабисов, Султан Джабиев, Губиевы, Губаевы, Газаевы, Кочиевы, Качмазовы. В общем, все такие наиболее известные фамилии из этих обществ. В это же самое время в Тыршигоме и Кудыком
возглавили восстание Цепу Токаев и Тотраз Рубаев. То есть их всего было, по разным данным, 4 или 5 абреков. В свою очередь, в Казбекском районе, в нынешнем Казбекском районе, начальство требовало с жителей Худыкома и Ганиса, в том числе Скоба, то есть тыршегомских осетин, требовало исполнения дорожной повинности. То есть они должны были обслуживать проходящие войска и перетаскивать вещи, в том числе и путешественников, и солдат, через вот эту как раз Гуд-гору, так называемую. В частности, об этом писал и Лермонтов, и Пушкин, и все, кто проезжали через Крестовый перевал, вот Барзовсак, собственно. Мы помним, что в 1804 году осетины этих мест жаловались князю Волконскому о тех притеснениях ужасных, когда людей запрягали в ярмо вместо скота и плетьми били в том числе и женщин. И на это они говорили, что лучше нам умереть, чем терпеть такой позор. И в 1838 году, когда назначили пристава Васильева, в это же время усилилось угнетение гудских осетин. Тотраз Тотоев и Бабек Абисов, они скооперировались, можно так сказать, с гудскими абреками. Вот здесь пишется, что на помощь гудцам приходят туальцы, в том числе и туальцы Северного Кавказа, как пишет Головин, подстрекаемые Шамилем. На них бросаются большие военные силы, и они уничтожают жилища и башни в селении Мзив, где произошло сражение, в ходе которого отряды Тотоева, Кабисова и Джабиева и так далее, они устроили засаду грузинской милиции, но потом под численным превосходством российских войск они вынуждены были отступить, и селение Мзив было сожжено дотла. И вплоть до Тиба они дошли, но тогда восстание стало разрастаться. И по признанию начальства стало принимать очень опасный политический характер. Так, новый наместник после Розена, генерал Головин, графу Чернышову в своем рапорте от 8 января уже 1841 года пишет: «Разбойничьи банды осетин растут численно, и к ним присоединяются целые селения, и пренебрегают российской властью, и легко принимают характер политический. Военными операциями против осетин вместо Васильева, который ушел в отставку вместе с Розеном, вместо него стал руководить грузин, князь Андроников. Последней бандой, как они называли, на которую он бросил свое войско после знаменитого сражения в Багиаткаре, где осажденные в крепости люди со своими детьми и женами отказались сдаться в плен и предпочли погибнуть в огне, сказав, что лучше нам умереть и нашим детям, и нашим женам, чем достаться в руки врагам. И после этого Андроников направил войско на гудских абреков в 1841 году. По официальному сообщению, цитата, «они окружены и заперты были в скале, куда они перенесли запасы от разоренной ими небольшой грузинской деревни Хати-Сопели». Другая официальная справка. Для истребления этой шайки гудских осетин послан состоящий при корпусе князь Авалов с командой из 300 человек грузийского линейного батальона. Им было приказано разрушить башни села до основания, что они и выполнили, но уничтожить абреков им не удалось. И вот после этого гудские абреки во главе с Цепу Токаевым и Тотразом Рубаевым, осознав, что возможности сопротивляться на родине уже нет, они приняли решение через джарахское общество уйти к имаму Шамилю. Им устроили связь с наибом Малой Чечни, Ахверды Магомой. Когда они попали к Шамилю, они объяснили, что вот у нас на родине произошло восстание, оно было подавлено, и мы, те, которые не захотели смириться с этим, мы вот пришли к вам,
как бы можно сказать, за убежищем и за помощью. Несколько дней их проверяли, то есть им выдали как сказать, определили место жительства, но их не кормили. То есть хотели посмотреть на их реакцию. Но по горскому обычаю они не имели как бы права жаловаться на голод. И они терпели 3 дня. На 4-й день они обратились уже к Шамилю, но не с жалобой на то, что они голодают, а с просьбой определить их участь. То есть они сказали: Шамиль, мы воины, или дай нам возможность уже показать себя, проявить, или мы вернемся домой. И он тогда сказал, что я понял, что вы настоящие горцы, что вы не жаловались на свое положение, и теперь вы прошли проверку. Вот. Ну и, собственно, после этого они стали помощниками или приближенными Наиба, известного Ахверды Махамата, и, собственно, участвовали в сражениях на стороне мюридов имама Шамиля. И самое, что интересно, в одном из сражений на российской стороне по осетинской речи они узнали, что воюют осетинские милиционеры. Вот. И им как-то удалось переброситься парой фраз, и они не стали стрелять друг в друга. Вот такой тоже эпизод упоминается. А в 1843 году Ахверды Магома совершил крупный набег на Грузию, на Хивсуретию, и там он погиб. И, соответственно, после этого эти абреки, они посчитали, что свой долг именно перед этим наибом они выполнили. И они обещали, что пока жив наш наиб, мы будем в строю. Ну, соответственно, он погиб. И они решили, что есть теперь возможность подумать о том, как вернуться на родину, в Осетию. Они вышли на глаху Казбеги, который был управляющим в Казбекском районе и, в общем-то, авторитетным человеком, но он уже находился на российской службе. При его посредничестве они договорились о помиловании их российской властью, потому что российская власть, зная, какую они играли роль в наибстве Малой Чечни, что они были очень хорошими воинами и что они в дальнейшем могли сбунтовать гутских и турсовских осетин, и, соответственно, что они были связаны с восстанием в Южной Осетии. Вот. Поэтому они приняли решение их помиловать. После этого часть абреков вернулась, Тыршигом они вернулись, а Цепу Такаев и тот раз Рубаев решили поселиться в селении Ильхотово. Видимо, за то время, пока они пребывали в Чечне, они выбрали для себя исламскую веру. И тем более, что в Ильхотово жил Хасако, уже жили Такаевы. То есть они уже до этого туда переселились. Кстати, один из Такаевых, генерал Хасако, в итоге через своего племянника Тембулата был организатором строительства мечети в Ильхотово. И он был, генерал, очень известный, занимался благотворительностью. Вот. Таким образом, если подвести итоги, вскрывается удивительная связь между восстаниями в Южной Осетии, в Казбекском районе, назовем это так, и через гутских абреков осуществлялась связь между восстанием в Южной Осетии и движением имама Шамиля. И об этом есть конкретные сообщения. В частности, можно привести такое. Головин пишет: влияние имама не ограничивалось, впрочем, Чечнёю и Северным Дагестаном. На него возлагали все свои упования и надежды не только ближайшие к арене его деятельности, но и самые отдаленные племена. Так, например, разбойники на южной покатности Кавказа
в Осетии, уничтоженные полковником князем Андрониковым в декабре 1840 январе 1841, подстрекали население к неповиновению российским властям и грузийским князьям именем имама Шамиля.